Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире телерадиопрограмма «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим». Саха-радио – это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Николай Слепцов и Екатерина Голикова. Сегодня у микрофона редактор Юрий Сергеев. Еще раз добрый день. В нашей сегодняшней передаче во второй ее части мы расскажем об итогах прошедшего на днях заключительного в городе Якутске Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Ну, а прямо сейчас у нас в гостях детская библиотека под названием ДТК «Центр чтения», в преддверии своего 85-летия. В студии заведующая детской библиотекой ДТК «Центр чтения» Ирина Александровна Дранаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, расшифрую, что такое ДТК. Она вот так расшифровывается, как «Детская точка кипения». Это филиал Национальной библиотеки, который исполняется в этом году ровно 100 лет, уважаемые телезрители и радиослушатели. А вот детской библиотеке 85 лет, уже в следующем году. В следующем году, да, Ирина Александровна. Давайте наверное, несколько слов расскажем о вашей библиотеке. Вот в этом году, конечно, есть юбилейные даты, и, какие достижения в вашей библиотеке, как давно она создана, это ДТК, библиотека «Центр чтения». Вы уже не раз у нас выходили в прямом эфире данной программы «Якутск сегодня». Какие успехи у главной детской библиотеки Республики Саха-Якутия? Пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Наш филиал ДТК «Центр чтения», он был образован в 2021 году. После некоторых изменений в структуре, и мы стали филиалом Национальной библиотеки. А так мы свою историю начали давным-давно. Непосредственно в декабре 1941 года в городе Якутске было открыто детский отдел именно библиотеки. И с 1941 года мы как раз ведем счет, сколько лет нашей библиотеке. И получается, в следующем 2026 году мы будем отмечать 85 лет. В этом году у нас круглая дата. Национальная библиотека отмечает свое столетие. Да. Большое событие для всей республики и для всего библиотечного сообщества. В эти дни также мы отмечаем 25 лет со дня образования детско-юношеской библиотеки. Помните, в 2000 году, когда открывали большое здание IT-парка на Ленина 1, как раз мы там и обосновались, на 3-м этаже. Поэтому приходите в гости, мы находимся все там же. По тому же адресу, да? По тому же адресу, все 25 лет, без изменений. У нас большие достижения в том, что мы ежегодно проводим всю нашу библиотечную работу. У нас очень большой коллектив, работают 4 отдела. Совместно проводятся мероприятия республиканского масштаба, международные мероприятия. Мы также и поддерживаем, конечно, самая наша основная цель – это детское чтение Республики Саха-Якутия. Потому что мы являемся методическим центром для всех республиканских детских библиотек. А их, на минуточку, 34. 2 детские библиотеки находятся здесь, в Якутске. Это 15-й филиал ЦБС города Якутска, моя библиотека называется, наш филиал ДТК, Центр чтения, и остальные 33 библиотеки находятся в каждом районе нашей республики. Да, хочу напомнить еще раз адрес, это в самом центре города вы находитесь, на проспекте Ленина 1, в здании сегодняшнем IT-парка. Моя дочь тоже, когда еще была в младших классах, мы тоже посещали эту библиотеку, тогда детско-юношеская, как вы сказали. Там она была записана, и оттуда мы, в общем-то, домой приносили эти детские книжки, всех детских писателей, Агния Барто, Сергея Михалкова, в общем, других детских писателей. Поэтому, в 22 году, между прочим, количество читателей, план помещения библиотеки, конечно, у вас все количество-то сейчас читателей увеличивается или как? Да, увеличивается, потому что, так как мы являемся государственным учреждением, мы также выполняем государственный заказ. Есть так называемые цифры, которые мы должны выполнять, и каждый год они увеличиваются на несколько процентов. По итогам прошлого года у нас новых читателей было 11 803. А в этом году у нас уже должно быть 12 тысяч. более 12 тысяч. Поэтому мы к этой цифре идем.
Но хорошо то, что жителей города Якутска каждый год прибавляется, и вместе с тем читателей тоже прибавляется. Да. Поэтому в библиотеку все равно ходят читатели. Мы сами посещаем школы, это называется внестационарное обслуживание, и очень тесно стали работать с дошкольными учреждениями, потому что вот привитие к чтению, любви к чтению начинается с самого раннего возраста. В нашей национальной библиотеке есть даже программа «Читаем с рождения», «Читаем все». И по этой программе есть вот целый цикл мероприятий о том, как вот начинать читать. С какого возраста, какие книжки рекомендовать. У нас в библиотеке есть проект «Книжное приданое». Вот мы всем новорожденным Республики Саха-Якутия дарим такой набор. Книжное приданое. Там входит, значит, первый читательский билет, список рекомендованной литературы, а также книжка в дар от библиотеки детского писателя на якутском языке, либо на русском языке. Так, уважаемые телезрители, радиослушатели, напомню, телефон прямого эфира, кстати, 32 2066 и 32 1166. Если какие-то вопросы есть, то, пожалуйста, звоните. Я надеюсь, что Ирина Александровна Дранаева все-таки очень подробно тоже ответит на эти вопросы, да, интересующие вас. Ну, тут надо сказать, что, конечно, чем привлекаете вот все-таки юных читателей, какие-то, конечно, инициативы, проекты, идеи, наверное, у вас очень много. Да, потому что работа в библиотеке – это очень творческий процесс. Вы не думайте, что там просто вы заходите, и там полные груды книг в пыльных шкафах хранятся, да, и злой там библиотекарь стоит на страже, охраняя свои фонды. Это не так. Сейчас современная библиотека это называет его вот третьим местом, да. Это место, где ребенок чувствует себя в комфорте и безопасности, где он может найти друзей, почитать любимую книжку, а также заняться любимым делом. При библиотеках в данный момент открываются много кружков, клубов по интересам. У нас есть клуб настольных игр, да, для детей постарше. Мы также проводили библиопродленку для учеников начальных классов. Очень популярно вот у нас было, да, много заявок всегда поступает. Но так как у нас очень мало места и ограничены, конечно, в ресурсах, мы набираем в сезон 25 детей. Бесплатно все проводится 3 раза в неделю. Наши библиотекари проводят для них мероприятия по чтению, а также наши культурные программы. Много мероприятий, касаемых, допустим, вот диктанты всевозможные, да, вы знаете, республиканского уровня, российского, тоже проходят при библиотеках. И наша библиотека является куратором всех районных библиотек по всероссийским акциям и конкурсам. Например, «Символы России». Тоже в библиотеках всего региона проходит. Мы тоже все данные собираем, вместе все проводим. «Символы Якутии» — это наше мероприятие как раз году защитника Отечества посвященные. И много другие конкурсы, в том числе всероссийского масштаба, а также международные конкурсы. Вот «Белый мир Арктики» проводили вместе, тоже очень долго, 3 года подряд. И у нас есть еще конкурс детских сказок, «Сказки Арктики и Севера». Вот в прошлом году Семи мы его проводили. У нас есть очень замечательный проект «Авторы и дети». Если вы об этом слышали, дети сами сочиняют сказки, рассказы, делают к ним иллюстрации, а наша библиотека помогает их опубликовать. И каждый ребенок может стать таким настоящим писателем. Это очень радует. Да, действительно, очень интересный проект у вас, идеи, наверное, и планы, конечно, еще впереди у вас, наверное, обширные планы. Но как у вас с помещением сейчас вот в библиотеке? Вот? С помещением, конечно, это очень такой трепетный вопрос, потому что раньше, лет 10 тому назад, весь 3-й этаж занимал площадь библиотеки. Да. Но сейчас половины зданий, помещений у нас нет, мы занимаем площади 924 квадратных метра, и оперативное управление полностью принадлежит технопарку, да? Мы как бы арендуем это помещение. Срок аренды у нас закончится в следующем году, в 2026 году, и мы вот мечтаем, что наконец-то к юбилею, 85-летию Республиканской детской библиотеки нам все-таки позволят и найдут, республика найдет ресурсы, и мы переедем в новое здание. Мы об этом очень сильно мечтаем. Потому что если посмотреть на другие центральные регионы России, у всех центральные республиканские библиотеки имеют очень хорошее, современное, отдельное здание, где дети
учатся читать, знакомиться с книжками, приходят туда всей семьей. И это прям лицо города, вот эта вот детская библиотека центральная. Действительно так. Нам бы очень хотелось, чтобы вот такое же пространство выделили бы и нам, ДТК-центру чтения. Это вот наша самая очень-очень большая мечта. Ну, конечно, наверное, не только ваша, но и мечта и юных читателей, Да. их родителей, да, все-таки, да, вот я тоже считаю, что все-таки надо уже пора расширяться вашей библиотеке, вашему зданию, что-то кто-то новое нужно иметь, наверное, тем более к юбилейной дате, 85-летию. Вот, ну и, конечно, ваша библиотека, ДТК, Центр чтения, ну, выступает каким-то методическим центром, наверное, да, вот для 4 улусных детских библиотек. Вот в этом плане какая работа ведется, если вкратце? Да, спасибо за вопрос. Это очень важное дело, потому что все библиотеки, которые находятся в районах, они являются, ну, обеспечивают свои цифры и работу с детьми, с читателями. Да. И мы, ДТК-центр чтения, являемся методическим центром для них. Что это означает? Значит, мы ведем активную работу с библиотекарями, проводим для них семинары, мы организуем всю методическую работу, касаемую статистических данных, новых трендов, какие есть в библиотеке. Да? Вот самая главная библиотека в России, она находится в Москве. Это РГДБ, Российская государственная детская библиотека. Вот как у них проходят, допустим, мероприятия, либо новые современные направления по чтению, да, мы передаем это все нашим библиотекам, и для них эту же работу проводим. Библиотекарь должен всегда развиваться, получать дополнительное образование, либо повышение квалификации. Это все можно пройти через национальную библиотеку. Есть много курсов касаемо этой работы, а также наш филиал, он проводит метод-работу, делает методические пособия, инструкции, да, для работы в библиотеке, именно по работе с детьми. Потому что в последнее время много требований стало к детским учреждениям, потому что библиотека, если мы обслуживаем детей, относится все равно к детским учреждениям. Это межведомственные советы и межведомственная работа. Библиотека должна сотрудничать с муниципалитетом своим, где находится, да, с органами власти, со школами, с детскими садами, с учреждениями культуры. Поэтому это очень важная работа, которую вот полностью берет на себя наш центр чтения. Да, конечно. Вот я, например, знаю, что вы вплотную сейчас вот работаете над программным документом, кстати, да, не просто так, а именно программным документом, который определяет пути развития детских библиотек, детского и юношеского чтения. Это вот немножко об этом. Да, перед нами поставили большую задачу. Мы сейчас работаем над развитием программы детского, юношеского и семейного чтения Республики Саха-Якутия. Такого документа не было до этого. Это все идет у нас уже с 2024 года, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение, да, Государственной Думе о том, чтобы разработать национальную программу чтения. Детского, семейного, юношеского чтения. А все эти программы, они должны получать ответ, да, вот первые свои предложения от регионов. И наша республика, она становится одной из первых национальных республик, которая вносит свои предложения в этот документ. И для этой цели в марте этого года, с 14 по 19 марта, мы специально организовали семинар для детских библиотек республики, для школьных библиотекарей в городе Вилюйске. И там как раз наши библиотекари совместно вносили предложения в этот большой документ, да, о том, как должна выглядеть современная детская библиотека и что мы должны делать для развития детского, юношеского, семейного чтения. Также во время семинара в городе Вилюйске мы провели юбилейные мероприятия к столетию Национальной библиотеки. И первое выездное мероприятие как раз было там, в городе Вилюйске. К столетию Национальной библиотеки мы провели круглый стол, и наши специалисты Национальной библиотеки тоже выезжали. Такое же мероприятие мы провели в Ангимском улусе, и дальше будем продолжать в течение года. Мы надеемся, что программный документ, он получит поддержку в Республике Саха-Якутия, и достаточно на серьезном уровне будет принято решение на самых вот высших уровнях власти, да, о том, чтобы развивать детское, юношеское и семейное чтение не только вот на русском языке, а и на родных языках, в том числе на языках КМНС.
Обязательно. Ну, конечно, ну вот приближается 85-летие Великой Победы. Конечно, здесь вот мероприятие у вас тоже уже, наверное, все уже готово, составлено, запрограммировано. Ну, самые основные, может, назовите. Да, конечно. Времени у нас немного, но самые основные. Еще в прошлом году мы внесли предложение к 80-летию Победы. Весь год будут проводиться мероприятия. Мы начали самые основные значимые даты с февраля этого года. Продолжаем его. К 23 февраля проводили мероприятия, школьные уроки. Вот на этой неделе у нас будет всероссийская вот библионочь, мероприятие такое, да, по всей России проводят мероприятия в библиотеке. Да? А в детских это называется библиосумерки. Потому что ночью мы детей не можем уже позвать в библиотеку. Библия сумерки. Да, только. Библия сумерки — это вечернее время. Вот с 4 и до 8 вечера в нашей библиотеке на Ленина 1 будут проходить мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Будут различные викторины, встречи с писателями, а также с ветеранами боевых действий, да, для того, чтобы вот прививать патриотизм, чувство гордости за свою страну, да, хорошее, правильное освещение исторических событий. И, кроме того, все дети, которые приходят в нашу библиотеку в течение всего года, вот, у нас проводятся книжные выставки, посвященные Великой Отечественной войне. И я хочу поделиться с вами новостью о том, что в мае месяце, во время фестиваля чтения, который проводит Национальная библиотека, мы из наших фондов, вот наша драгоценность, да, будем делать книжную выставку специальной детской литературы, которая была выпущена с 41 по 45 годы. Они очень редкие. Уникальные издания, книги, да. редкого фонда, только в единственном экземпляре. И для всех жителей города Якутска будут такие мероприятия, книжные выставки, так что приходите, посмотрите. Также у нас есть прекрасные идеи-фильмы, вот, посвященные из детских сказок тех же годов, да, тоже будут мероприятия, и наши библиотеки проведут для ваших детей, для ваших семей уроки. Ну и несколько слов, наверное, о межрегиональном сотрудничестве. Вот ваша библиотека ведь тоже этим занимается, да? Да, межрегиональное сотрудничество. Я хочу несколько слов сказать о сети арктических библиотек. Сеть арктических библиотек мы создали в 2023 году, когда я принимала участие в международном форуме молодежи Арктики. Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард. И там мы внесли предложение о том, что для молодежи Арктики и Севера необходимо найти место. Так. Место должно быть доступное, бесплатное, современное. И, конечно же, это библиотека. Потому что в самых отдаленных регионах нашей страны, в маленьком поселке, селе или большом городе, библиотека становится центром притяжения. И почему бы там не проводить мероприятия для молодежи, либо молодежь может там собираться и вносить свои предложения. Да-да. По тому же предпринимательству, по развитию своего села и прочее. Да? И в этом формате мы развивали дальше эту тему, и сейчас в нашей сети библиотек уже более 20 регионов. И мы вместе проводим мероприятия. Вот на днях как раз закончилась наша научно-практическая конференция по родному языку. Он называется «Родной язык. Традиции и инновации». Там приняли участие 11 улусов и 10 регионов из России. Ребята выступали по своим тематикам в режиме онлайн, ВКС, очень хорошо представили свои доклады. У нас уже есть свои результаты, скоро мы опубликуем на сайте. И к юбилейному мероприятию столетия Национальной библиотеки во время Международного библиографического конгресса в сентябре у нас будет своя секция арктических библиотек, и к нам приедут гости с разных регионов России. И в конце нашей телерадиопрограммы вот мне бы хотелось, чтобы вы, Ирина Александровна, пожелания бы какие-нибудь сказали, да, и юным читателям, конечно, и их родителям, в первую очередь, тоже. Мои пожелания, вот дам, наверное, совет, потому что очень многие пожалуйста. Родители всегда спрашивают, с чего же начать, как приучить ребенка к чтению. Здесь один совет. Начните с себя. Если родители, окружение ребенка читает, берет в руки книжку хотя бы раз в день по вечерам, сидит с книжкой, а не с планшетом или с телефоном, ребенок сам к вам потянется за книжкой. Приводите его в библиотеку. Наши библиотекари замечательные специалисты. Они прекрасно знают весь фонд и посоветуют вам, какую же книжку взять для вашего ребенка, для любого возраста. Поэтому приходите, читайте и будьте читателями библиотеки.
Хорошо, спасибо вам за участие в нашей передаче. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжим нашу передачу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш прямой эфир. У нас сегодня в студии, сразу представлю гостей, времени тоже у нас не так много в прямом эфире. Это ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, доктор философии Василий Климович Павлов. Здравствуйте. Добрый день. Учитель физкультуры Роман Владимирович Романов. Вот, и победитель Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 2025 года и призер Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре 2024 года Ирина Федорова из средней общеобразовательной школы номер 17 города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, тема понятна, все уже поняли, что мы подведем сегодня некоторые итоги, да, прошедшего в городе Якутске недавно заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету физическая культура. Ну, первый вопрос тогда я хочу задать Василию Климовичу. Ну, вы как один из организаторов этого мероприятия, да, вот что скажете, каковы итоги, как прошла Всероссийская олимпиада? Заключительный этап. Да, у нас это было начало 12 апреля, 17 у нас заключительный день был, да, так сказать, зачитывались все, уже поняли, какие места, там, командные, и, значит, победители, призеры определились. И что самое отрадное, да, это то, что наша республика, значит, заняла 4-е такое место по командному зачету, получается. Неформальному такому общекомандному зачету. У нас 3 победителя, да, так сказать, и 3 призера, сегодня, да, победители, да, как раз Ирина. Вот Ирина, Юлия Гоняк из Нерингинской школы номер 1, Любовь Гавриленко из информационно-технологического лицея номер 24 имени Варшавского, тоже Нерингри, Полина Гомонова, это СОЖ 31, это призер, 9-классница она, да, Сафронов Скрябин из ЕГНГ, Якутской городской национальной гимназии, 10 класс, и Арина Пуляевская, средняя школа, значит, номер 33 города Якутска, она 10-классница. Ну, всего участвовало где-то примерно 8 человек 8 у нас, человек, не примерно, да? Точно 8 человек. Да, это на самом-то деле для нашего региона много. Конечно. Это все ребята, которые смогли пройти через баллы и прочее. Баллы были очень высокие, 90,14 в этом году. И на самом-то деле мы, получается, всегда показываем хорошие результаты. В прошлом году как раз Ирина была тоже участницей. Призером, да, так сказать, и это замечательно. Сегодня, значит, она прибавила в этом деле, да, так сказать, да, еще лучшие качественные результаты показала, и это очень хорошо. Естественно, показала очень интересную картину сама вот Олимпиада, что большие регионы, конечно, торжествуют. Это Москва, естественно, это 9 победителей, 40 призеров из 59 участников из Москвы. Московская область пришла на самом-то деле 6-й. Да, так сказать, если это после Якутии, Хабаровской, и получается, да, потому что у них всего 1 победитель, ну, а призеров было много, 23. Да, по-моему, призеров было много. А Челябинский, вот, например, да, так сказать, челябинцы показали очень хорошие результаты. Да, так сказать, Челябинская область, это, получается, 3 победителя и 6 призеров. Да, они на 3-м месте после Татарстана. А кто был на первом тогда? Ну, Москва, естественно. Москва, естественно, да. Москва, естественно, всегда ведет, было... как говорится. Да. Вот. Но северная столица, 2 участника было. Да? Ну и получается, они 4 участника, из них 2 стали призерами. Республика Татарстан, да, по-моему, тоже там были победители, по-моему, ну, и призеры. Я вот и говорю, да, Республика Татарстан, это заняло у нас 2 место, 5 победителей и 19 призеров. Ну, если для уточнения цифр, да? Ну что ж, хочется, конечно, поздравить наших юных спортсменов, юных, скажем, участников этой вот Всероссийской школьной олимпиады, да, по физической культуре. Вот. И давайте тогда, наверное, сразу мы перейдем к нашей победительнице нынешней, да, ну и вот хочу, наверное, начать вот с учителя физкультуры школы номер 17 города Якутска. Так, пожалуйста, вот Роман Владимирович Романов, вам слово. Да. Как шла подготовка? Ну,
Подготовка шла очень серьезная, потому что мы вот в прошлом году также мы участвовали, получается, в городе Ульяновске. Мы все этапы у нас, получается, этап начинается со школьного этапа, потом муниципальный этап, республика, региональный этап и, конечно, заключительный вот Россия. Мы, получается, работали над ошибками, тоже все этапы прошли, готовились. Получается, также у себя дома, республика, конечно. Дома стены помогают? Да, дома стены помогают. Ну и Ира, конечно, очень вообще серьезно. Молодец. Да, вообще молодец. Ага. Ну, Ира, вот тебе, давай, какие впечатления у тебя остались вообще? Переживала ты? Или была спокойна, все-таки родные стены, да, и так далее? Что тебе позволило все-таки вот стать победительницей вот этой Всероссийской Олимпиады? А в прошлом году ты была призером даже этой же Олимпиады. Да. Ну, вообще в этом году я чувствовала очень большой груз ответственности, потому что проигрывать сейчас точно нельзя было. То есть нужно только лучший результат делать. И поэтому, конечно, было тревожно, сильное волнение было. Но и, конечно, помогало то, что здесь все родное, то есть здесь вот те места, где мы тренировались, везде я была, везде я знаю, что как. Плюс учителя рядом все были, родители рядом все были. Много людей прошло с республики, моих знакомых. А когда я была в Ульяновске, я там была одна с города, и все. Понять тебя можно бы, конечно, с одной стороны, да. С первый раз уехала на Олимпиаду, была неопытной, страшно было, вот. Ну, конечно, там разные виды же были, да, вот практической части ее, скажем, да? Да, было 4 вида практических испытаний. Это гимнастика, легкая атлетика, прикладная физическая культура и спорт-игры. И в каждый вид есть как и сложные виды, так и базовые какие-то элементы. Вот. Ну, еще, естественно, в каждом виде спорта есть свои профессионалы. Это тоже... То есть на легкой атлетике легкоатлеты, чемпионы России, Дальнего Востока, на гимнастике тоже, какие-нибудь мастера спорта по спортивной гимнастике, вот, и как бы нужно было тоже показывать то, что тоже можешь вот наравне с ними стоять. А вот теоретическая сторона вот этой Олимпиады, ведь, кстати говоря, это как-то похоже чуть-чуть на ЕГЭ, наверное, да, вот это же все задания ведь скрывали вот буквально, да, перед началом соревнований. Ну, как будто бы даже тяжелее, чем ЕГЭ для меня, потому что если на ЕГЭ ты знаешь примерно даже с чем будут связаны задания, то на Олимпиаде ты не понимаешь вообще ничего от слова. Там может быть и военная подготовка, и медицина, история спорта, различные даты, то есть кто там когда правил, кто там когда какие места занимал, вот, где вот эти соревнования проводились, где вот эти соревнования проводились, и все надо знать. И это, мне кажется, просто невозможно. Ну что, так шла какая-то подготовка к этому, наверное, тоже, к теоретической этой части? Конечно. Конечно. Различные учебники, курсы, интенсивы покупали, школа, вот. В ЕГНГ мы готовились, Татьяна Леонидовна нас готовила, учитель ЕГНГ, вот, давала советы, как готовиться вообще к теории, с чего начинать и на что делать упор. Поэтому республика наша очень хорошо написала. Разрешите, я добавлю? Да, пожалуйста. Вот о подготовке, да, у нас вот от республики очень жесткая команда собралась. Вот наши учителя, наши вот наставники, вот Анисия Ивановна, получается, вот тоже нас продвигала, везде поддерживала, также вот Крылова Татьяна Леонидовна вот по теории нас гоняла жестко. И вот, мы друг другу помогали, вот очень много учителей было подключено вообще на самом деле. Вот мы сами вот провели сборы на всех этапах, вот очень сразу с сентября практически начали вот по гимнастике у нас Константинова Светлана Семеновна, Сивцев Александр Александрович, еще кто у нас? Ну и также Роза Николаевна, мы вот на каждом этапе вообще все вот как сборная, как команда, мы же с вами очень такие тюмсю, да, все Бары Бергеда, все вместе, мы собрались и вот жестко организовались. И подвести их никак вообще никак было. Да? Все вот дети, мы почувствовали то, что вот именно сказали, что все рядом, то, что вот мы республика, Саха, Якутия, вот так жестко, и все и выстрелили на самом деле. Конечно, вот хочу поблагодарить очень вот нашу команду, и, конечно же, без руководителей это никак, мэра города Евгения Николаевича, также
управление образованием Марию Петровну, ну и директора, конечно, нашей школы. 17-й Да, школы. 17 Афонская Лена Петровна, ну без нее как мы никуда. Вот в прошлом году, ну вот она нас поддержала, я вот с Ирой выехал за счет вот школы, ну вообще жесткая поддержка была. И вот в этом году у нас все, инвентарь, все есть, ну вообще классно на самом деле. Хорошо. Ирина, ну какие у тебя планы, например? Ну сейчас вот победители, насколько я знаю, всероссийской олимпиады школьников, да, по физической культуре, ну, по-моему, у них есть шанс куда-то поступить, наверное, да? По-моему, это даже не на 1 год, а на несколько лет вперед можно найти эти льготы какие-то. Да, диплом, по-моему, на 3 или 4 4, Ты же в 4 11 года. классе нынче, да, выпускница? Там диплом дает право на поступление в любой вуз по профилю, ну, на спортивный, то есть физкультурный, Да. без вступительных испытаний. То есть, чтобы поступить, не нужно просто получить аттестат, и все. Без ЕГЭ даже могут принять, да? Да, без ЕГЭ. Видите как? Ну, конкуренция была очень большая. Очень, конечно. Мгм. 300 человек 300 почти. человек. Плюс нету делений на мальчиков и девочек. И вот очень страшно было в этом плане тоже, то, что мальчики могут сильные приехать, а ты тут за ними не угонишься тоже. Да. Ага. Ну что ж, теперь вопрос, Василий Кимович. Ну, гостям ведь говорят, тоже много чего показали здесь. И культурная программа Да, была довольно-таки естественно, насыщенная, да? У нас много гостей было, как раз 115 людей, которые сопровождали Сопровождающие официально, были, да, и да, для них да, была да. специальная программа подготовлена, наша, значит, специальные курсы повышения квалификации как раз при поддержке, и все это велось Институтом повышения квалификации и развития образования. Очень хорошо, что тут у нас наработки хорошие в области национальных видов спорта, да, так сказать, и вот показано, какие стандарты высокие есть, да, так сказать, как всего этого добиваться, потому что республика, она является такой экспериментальной, на самом-то деле, базой национальных видов спорта. У нас же много своих спортивных Конечно. направлений. И это было очень хорошо даже показано во время испытательных тестов, да, так сказать, вот, например, вот эти были прикладные, да, так сказать, где были якутские как раз темы, прыжки и прочее, да, так сказать, что интересно, даже метание ножами. Да, ну, кстати, говорят, по-моему, это новый, говорят, да, что это вот метание ножа, это неожиданно так было, да? Неожиданно, но интересно. Интересно было, конечно. Ну, там же прыжки и через координация, и прочее, да, все это показывали. Но, естественно, мы показывали руководителям и также все те наши, так сказать, культурные ценности, да, так сказать, и музеи разные, различные интересные места, где можно посетить. Там всем очень понравилось, детям понравилось, особенно Царство Вечной Мерзлоты и прочее, да, всем очень захотелось. Впечатлений очень много, да, так сказать. Открытия и закрытия были очень высоко организованы. И самое интересное, очень кратко, четко и буквально вот показали уровень качества и, в общем, стандарт очень высокий, который у нас всегда, вот республика славится, потому что мы это республика, которая много проводит различных мероприятий, поэтому это все пошло очень, как говорится, гладко и четко. Ну, спасибо, надо сказать, конечно, Международным играм «Дети Азии», ведь все-таки все спортивные объекты у нас были задействованы практически, да? Да, совершенно верно. Они были готовы и так далее уже принять. Да. Но уже у людей где-то же сидит это, да, так сказать, уже навыки проведения больших мероприятий, нам только надо чуть-чуть, значит, сфокусироваться, и у нас получается это. Хорошо, конечно. Ну и все-таки и погода как-то вот немножко была. Да, погода была очень хорошая. Очень хорошая, да, как-то по-весеннему, по-нашему, да, по-якутски весне. Да, и со снегом, как говорится, и хорошим днем таким, да, так сказать, так что и ложь было мало, и все было замечательно в этом плане. Так что все было способствовало тому, что у людей осталась очень хорошая память о Якутске. Ирина, что бы ты вот посоветовала своим, да, ровесникам, да, ровесницам, скажем, да, кто нынче тоже еще вот, ведь эта олимпиада проходила в возрасте, по-моему, от 15 лет, да? От 15 да, лет. Где-то так. Девятиклассники у нас были, десятиклассники. Десятиклассники были, да. Вот что посоветовала бы все-таки? Вот участие вот таких вот действительно престижных всероссийских олимпиадах, это очень важно. Для будущего молодого человека, конечно, для будущего его. Пожелать я бы хотела, чтобы они ставили цель, достигали ее, чтобы они прикладывали максимум усилий, чтобы они никогда не сдавались, и даже если что-то не получалось, они находили в себе силы вставать и бороться заново. Потому что в Олимпиаде
много чего может не получаться. Я сама с этим столкнулась, но унывать не стоит. Нужно, наоборот, сильнее настроиться и сильнее добиться победы. Мгм. Ну и, конечно, наверное, все-таки команда должна быть, да, единая команда, Ну, кстати, да, поддержка. есть Мгм. такое. Я чувствовала от девочек, от мальчиков в команде безумную поддержку. Все так хотели, чтобы мы стали всей командой призерами. Вот не по отдельности. Мы Мгм. хотели всей командой быть призерами, О, победителями. Хорошая была. Да, у нас была очень хорошая команда, очень сплоченный коллектив, и я очень сильно благодарна за вот эту поддержку, за это рвение именно все вместе быть победителями. А поодиночке нас не устраивал этот вариант, мы должны были именно всей командой стать, а иначе это не победа. Мгм. Ну, хорошо. Так, ну, Василий Климович, у нас остается немного времени, там до конца эфира, ну, где-то около 3 минут. Что бы еще вы сказали? Вот, что дала вот для республики? Ну, для республики это, проведение этой- как всегда, хороший опыт, да, так сказать, Конечно. потому что мы всегда желаем того, чтобы наши ребята везде могли показать свои таланты, да, так сказать, раскрыться, и это очень важно. Малая академия наук, она всегда стремится к тому, чтобы организовать различные возможности для наших детей и в их активном участии. Самое важное, чтобы это все было, как говорится, довольно рано, да, так сказать, чтобы мы начинали, да, 5-6 классы, да, чтобы у всех ребят были такие возможности, интересы, потому что на самом-то деле это как раз вот дает цель. Основная это версия такая, что если есть цель, то люди могут достичь высоких результатов. И это самое важное, потому что обозначить это, пойти дальше, да, так сказать, использовать все эти возможности, которые у нас есть, да, и максимально их эффективно, значит, вывести на соответствующий уровень, что поможет и поступлению, да, хорошего университета и прочее. Вы же уже поступили, да? Вот Да, она поступили уже уже. поступила, да. Куда, Кстати, если не секрет? Институт физической культуры, спорта и здоровья имени Лесговта в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. да. один из самых знаменитых Ну, наших поздравляем тебя, Да, поздравляем. Ирина. Хороший. Так что, Вот, ребята, с будущих такие стране. возможности открываются, да, в стране. Вот у нас много олимпиад проводится, да, так сказать, и притом они все очень высокого уровня. Нигде в мире такого нету, если честно, да, так сказать, такого уровня. Особенно, что касается физической культуры, это вот одна из, ну, наверное, единственная страна, которая проводит такие олимпиады, да, так сказать. Олимпиада, которая говорит об общем развитии человека, об гармоничном развитии человека. Потому что и вопросы были сложные, да, так сказать, они в теоретической части, и все остальное показывало, какую версатильность может человек иметь и показывать свои такие замечательные результаты. И при этом это доступно и возможно. Ну, хочется надеяться, что Якутск, чтобы стал и следующей площадкой, да, для очередных, наверное, олимпиад школьных всероссийского масштаба, да, по другим дисциплинам, скажем так. Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, пожелаем нашим юным участникам, да, дальнейших побед в этой жизни. Вот. Ну и на этом позвольте закончить нашу сегодняшнюю телерадиопередачу «Якутск сегодня». До свидания, всего доброго.